Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня речь пойдет о ситуации с возобновляемыми источниками энергии в Кыргызстане. К сожалению, Министерство энергетики сначала согласилось принять участие в брифинге, затем отказалось, не объясняя причины. Но мы благодарим других представителей из других государственных органов, профильных, которые согласились принять участие в нашем мероприятии. Спасибо большое. Перед нами выступят Маратбеков Бекнур Маратбекович, эксперт фонда подготовки проектов Центра климатического финансирования при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора. И представители Министерства сельского хозяйства. Это Джайлабаев Абдубай Шакербекович, заместитель директора службы водных ресурсов, Кубанычбеков Турсунбек Тугельбаевич, начальник управления земельной политики и инспекции, а также Сауронова Нурия Рахманбердиевна, начальник управления землеустройства и земельного кадастра службы земельных ресурсов. Здравствуйте еще раз, уважаемые гости. С вашего позволения мы начнем с вопросов. Расскажите, пожалуйста, для начала, каким образом ваши ведомства задействованы в деятельности сектора ВИА в стране? По желанию, по очереди, как вам удобно, пожалуйста. Служба водных ресурсов задействована в этой деятельности, скажем так, относительно. Мы даем согласование на строительство малых ГЭС на малых водотоках. Почему? С чем это связано? С тем, чтобы режим работы, режим водного объекта не был нарушен. Имеется в виду режим его использования. А что это значит, чтобы не был нарушен режим, если простыми словами? Простыми словами, значит, существует уже режим его использования, то есть естественный режим, гидрологический режим его стока, плюс режим искусственный, антропогенное воздействие, использование его в тех или иных целях. Вот каким образом строительство ГЭС, малый ГЭС, может оказать влияние на тот или иной режим его использования. Вот. Здравствуйте, коллеги. Министерство природных ресурсов именно в части развития ВИИ, вообще реализации проектов в этой области, задействовано в части проведения ОВОС, это у нас оценка воздействия на окружающую среду, именно при подготовке проектных идей, концепций. Во-вторых, министерство является уполномоченным органом по водным ресурсам, это, простыми словами, начиная от ледников до ирригационных систем, входит в компетенцию Министерства природных ресурсов. Кроме этого, есть климатические повестки, в рамках которого министерство выступает как ответственным органом, чтобы продвигать политику декарбонизации секторов экономики, в том числе развития зеленой энергетики. Это прямым образом касается деятельности нашего министерства. И на данный момент, как вы все знаете, образовано Национальный совет по водным и земельным ресурсам, где Министерство природных ресурсов выступает секретариатом. То есть все водные вопросы, которые в том числе и, насколько вы все знаете, возобновляемые источники — это не только водные ресурсы, это и солнечные, энергия солнца, энергия ветра, геотермальные технологии. И это все входит в компетенцию. То есть мы очень тесно работаем в этом направлении. Здравствуйте еще раз. Относительно водных ресурсов, вот уже наши коллеги сказали, потому что служба водных ресурсов относится в настоящее время к Минсельхозу. И есть у нас же также подведомственное подразделение служба земельных ресурсов, которая регистрирует права на те или иные объекты, именно на земельные участки и так далее. И так далее. Вот в этой части мы задействованы. Бекнур Маратбекович, вы как сами оцениваете ситуацию с ВИА в стране? Так, необходимо, мне кажется, сначала о законе поговорить, потому что все регулирующие моменты именно Давайте. Находятся именно рассматриваются именно в рамках самого закона. Сам закон был разработан впервые в 2008 году. За 14 лет в этот закон вносились ряд изменений. Это в 6 редакциях этот закон не смог показать хорошие результаты. Есть много таких проблемных моментов, это надо будет озвучить. И я думаю, что все министерства, которые сегодня у нас госорганы,
присутствуют, должны над этим работать. Первое, это, я думаю, что закон должен соответствовать интересам всех участников. То есть это в рамках развития ВИА и вообще реализации проектов в этой области задействованы многие министерства и многие стороны. Во-первых, это Министерство энергетики, которое ведет политику в этой области, потому что все закупающие энергокомпании находятся в ведении под Министерством энергетики, то есть это основные игроки в этом направлении. Министерство природных ресурсов с точки зрения как проведения оценки воздействия на окружающую среду в области предоставления прав на временное пользование водными ресурсами, да, скажем, в том числе и бизнес-сообщество, которое должно также активно участвовать в процессе разработки законопроектов, чтобы закон соответствовал интересам их, с их стороны, чтобы не ущемлялись права третьих. Это как раз таки, я еще повторюсь, это закупающая организация, потому что у нас, как вы знаете, тарифы для населения не самые высокие в регионе, а тарифы для субъектов ВИА не самые низкие в регионе, я так скажу, потому что многие, как вы знаете, соседи наши, соседние страны переходят с фиксированных тарифов на аукционные методы. То есть я чуть попозже, может, расскажу. Это очень интересная тема, потому что, как вы все знаете, законы рынка диктуют следующие критерии, то есть у кого качество лучше, у кого цена ниже. Я думаю, что и в области ВИА также должны действовать эти же принципы. Надо руководствоваться этими принципами. Вот. Хорошо. Давайте продолжим с вопросами. Многие из них прислали нам эксперты. Кто занимается разработкой положения о предоставлении земель водного фонда? Так, данный нормативный документ разрабатывался с начала 2022 года. Сейчас проведена процедура, то есть Министерство природных ресурсов является автором данного законопроекта. Данный законопроект рассматривает такие аспекты, критерии, где для того, чтобы развивать сектор развития ВИА, в частности предоставление земель водного фонда, был разработан этот документ и регламентирован порядок предоставления. Этот порядок основывается на принципах единого окна, где инвестор, тот же бизнесмен, у которого есть средства и который изъявил желание реализовать проект в области ВИА, обращается, это я концепцию данного документа рассказываю, обращается в единое окно, которое будет находиться в Министерстве природных ресурсов, где на этой площадке будут согласовываться все необходимые разрешительные строительные документы. Это с момента подачи документ будет согласовываться с Министерством энергетики на возможность предоставления технических условий для дальнейшего подключения. Там есть несколько направлений ведения деятельности. Они должны определить перспективный тариф, какой будет предоставлен в случае реализации проекта. И параллельно министерство само будет проводить оценку воздействия на окружающую среду данного проекта. И третий документ, это документ направляется на районные госадминистрации, где предполагается реализация проекта, и, чтобы получить предварительное согласие на проведение. При успешном согласовании всех документов и положительных ответов от профильных министерств, единое окно уже продолжает практическую реализацию, то есть переходит к фазу практической реализации. Этот регламент полностью прописан, и там также прописана процедура передачи земель водного фонда на временное пользование. Так, данный документ был согласован на протяжении последних 3-4 месяцев со всеми профильными министерствами и в настоящий момент находится в кабинете министров на подписании. Вот. Пока неизвестно, когда его подпишут. Мы надеемся, что в ближайшее время подпишут, потому что у нас у всех желание одно – развивать данную отрасль, и мы стараемся максимально упростить процедуры. И я также думаю, что со стороны Кабинета министров будет оказана поддержка при утверждении данного документа. Считаете ли вы целесообразным тот факт, что вопросы регулирования водных ресурсов разделили между двумя министерствами?
Здесь сама идея разделения на два министерства, я думаю, что в части ирригации это все-таки Минсельхоз должен проводить политику полную. В части водных средств до ирригации, это, я думаю, что было принято правильное решение, потому что там много очень таких экологических моментов, экологических аспектов, где водные ресурсы играют ключевую роль. Поэтому в том числе и ледники, и в том числе большие реки, над которыми стоит еще много-много работать, чтобы снизить их потери при транспортировке и предоставлении поверхностных вод. Вот, наверное, вы знаете, сейчас министерство, на основании идеи министерства о вводе платы за использование поверхностных вод, промышленные организации, недропользователи платят определенную сумму, уже на сегодняшний день есть определенная цифра, которая поступила в госбюджет. То есть идея, я думаю, что была правильная. Мгм. Чего, по вашему мнению, не хватает в законодательстве для развития ВИЭ? Если разрешите, я отвечу. Пожалуйста. Да. Я как уже повторюсь, я думаю, что чтобы вообще нормативная часть регулирования, чтобы соответствовала интересам всех сторон, именно в части закупки, это самый большой не вопрос, а как бы самая большая проблема именно при закупке, потому что те тарифы, которые сейчас установлены, 3,27 копеек, раньше у нас существовали квоты, то есть мы могли предоставить максимальные тарифы только определенному объему для закупки. Это предполагалось в год 200 мегаватт мощности мы могли предоставить тарифы. По новому закону эти ограничения были сняты, и этот тариф распространяется на весь объем. То есть сколько субъектов ВИЭ будут построены на территории страны, от всех будут по такому тарифу закупать. Но это несет очень большую финансовую нагрузку для энергокомпаний, для государственных с госдолей. Это в частности электростанции, которые определены единым закупщиком. Было бы хорошо, если бы мы перешли на аукционные методы отбора проекта ВИЭ, где энергокомпания сама определила бы участок, где не хватает генерации, в той или ином регионе, и предоставить максимально возможный тариф, по которому он может закупить. И на основании конкурсного аукционных отборов цены могли бы быть снижены по согласованию заявителей. То есть кто даст наименьшую цену на продажу, тот и выиграл бы. Я думаю, что это было бы очень справедливо. И сняли бы многие вопросы. Я добавлю несколько. Наверное, было бы более лучше и более правдоподобнее, если бы этот вопрос был адресован непосредственным потребителям этого закона. Госорганы будут отвечать в пределах своей компетенции. Да, вот это наша компетенция, вот мы это решили. И до свидания. Дальше, то, что касается проблем, которые возникают при реализации этого закона, это будет касаться уже непосредственных исполнителей, той же ассоциации, тех же бизнесменов, тех же, кто собирается или планирует заниматься этой деятельностью. Вы же непосредственно соприкасаетесь с законами в вашей работе. Вы же видите какие-то недочеты, нестыковки. То, что касается непосредственного соприкосновения, время от времени такое бывает, да. Но на наш взгляд, то, что касается введенных изменений и дополнений, они вроде бы отрегулировали эти недостатки. Но до конца посмотреть, если в какой-то мере, в какой степени это не дает или мешает какой-то деятельности, этого мы не можем сказать. Спасибо, я понял. Нужно ли получать разрешение на использование воды для малых ГЭС? Если да, то где, спрашивают. Давайте немножко в историю. Давайте. В Кыргызской республике было введено лицензирование водопользования. В 2001 году лицензирование отменено. Водным кодексом была введена разрешительная система водопользования. Затем принимается закон о лицензионно-разрешительной системе, в котором разрешительная система опять-таки ликвидирована. Нужна ли разрешительная система? Естественно, нужна. Для чего?
Вода является тем ресурсом, на основе которой развивается государство. Я не боюсь этих высокопарных слов. Просто-напросто. Без воды невозможно развитие государства. И это все понимают, и в том числе, скажем так, ниже лежащие страны прекрасно это понимают, поэтому развивается это сотрудничество в более или такой менее приемлемой степени. Поэтому для того, чтобы знать, где, когда, что развивать, в каком направлении двигаться, государство должно знать, чем оно располагает. В соответствии с постановлением правительства об определении направлений адаптации к изменению климата 2017 года было сказано, что к 2100 году у нас почти не останется ледников. И естественный поверхностный сток снизится почти до 20-22 кубокилометров, когда мы сейчас имеем где-то 50-51. К этому мы должны стремиться знать и в каком-то мере принимать какие-то адаптивные меры. Плюс к этому мы должны знать, к чему это все приведет. А чтобы все это знать, должна быть разрешительная система. Плюс второе, то, что касается. Сегодняшняя тема посвящена именно возобновляемым источникам энергии. Почему-то все зацикливается именно на воде. Скажем так, чрезмерное увлечение строительством малых ГЭС, она может привести к непредсказуемым последствиям, с которыми сталкивается в настоящее время и Грузия, когда она имеет малые водотоки. В результате строительства нескольких малых ГЭС эти водотоки перестали существовать, они исчезли. Они сталкиваются с этой проблемой. Поэтому для того, чтобы, скажем так, определиться с дальнейшей судьбой этих природных объектов, обязательно должна быть разрешительная система. Можете, пожалуйста, объяснить, что такое водотоки? Водотоки, говоря простыми словами, реки. Реки. Это водоток может быть и искусственный, канал. Хорошо. И можно чуть расшифровать, сейчас разрешительная система, она действует или отменена? Нет, не действует. Ага. И что это такое разрешительное? Почему? В чем ее плюсы? Плюс в чем? В том, что будет предусматриваться для каждого вида водопользования определенный объем, который обоснован с точки зрения возможностей природного объекта. И плюс с учетом того, что эти природные объекты используются еще в других направлениях. И разрешительная система будет регулировать приоритетность того или иного направления деятельности. А сейчас как происходит? Как фишка ляжет. Интересно. Вопрос повторю. Нужно ли получать разрешение на использование воды для малых ГЭС? Если да, то где? То, что касается разрешения. В настоящее время, значит, получают сертификаты Министерства энергетики. После получения сертификатов разрабатывается проект. Проект проходит согласование у нас. Согласование, не разрешение и тому подобное. Скажем так, на практике мы уже сейчас сталкиваемся с конфликтом, когда на одной реке двое-трое уже пытаются построить реки, и между ними уже происходит конфликт, проходят судебные процессы. Каким-то образом отрегулировать это у нас нет прав. На одной реке несколько желающих построить ГЭС. Да, да. И я уже говорил о том, что результатом может быть ситуация, как в Грузии. А по итогу где разрешение получают на ГЭС, на строительство ГЭС? Разрешение на строительство ГЭС не нужно. Извините, я неправильно прочитал. Разрешение на использование воды для малых ГЭС. Разрешение на использование воды не дается. Я же уже сказал, разрешительной системы нет, идет только согласование. Ага. Интересные дела. Президент поручил к ноябрю разработать новые редакции Водного и Земельного кодексов. Что там концептуально поменяется, если вам известно? Значит, то, что касается изменений и тому подобное, пока говорить об этом рано. В настоящее время идет процесс формирования рабочей группы, межведомственной рабочей группы. В ближайшие дни будет проведено первое заседание под руководством вице-премьер-министра. Затем рабочая группа будет уже непосредственно работать над новым проектом Водного кодекса. По поводу земельного вам неизвестно?
не к вам, да? По поводу земельного тоже аналогичная ситуация. В настоящее время тоже ведется работа. И вот уже на днях будет сформирована рабочая группа, где будет проведено первое заседание, и по итогам конкретные задачи будут поставлены. Бизнесмены жалуются, что нет никаких положений в отношении воды и разрешений на нее. То есть непонятно, как вода будет распределяться и регулироваться в течение работы ГЭС. Просят прокомментировать. Если вода подается из водохозяйственных сооружений, подача воды, режим подачи воды будет связан именно с режимом работы самого водохозяйственного сооружения. Попробую немножко разъяснить. Планируется строительство малой ГЭС Баласару и строительство ГЭС на Ортотокойском водохранилище. Это Баласару на Кировском водохранилище. Работа этого ГЭС будет связана именно с режимом работы этого сооружения. То есть в ирригационный период во время проведения попусков соответствующих будет проводиться работа ГЭС. Далее, то, что касается строительства на некоторых каналах и тому подобное, планируемых имеется в виду, это будет связано опять-таки с режимом работы этого сооружения. Что касается режима работы малой ГЭС на природных объектах, то она может быть несколько ограничена другими видами пользования воды. Какие нестыковки есть в законах об аренде земель для объектов ВИЭ? Так, это, наверное, речь идет о предоставлении земель для субъекта ВИЭ, да? Видимо, да. Но здесь как раз таки в том нормативном документе, который сейчас находится на подписании, вот эти все моменты были регламентированы, то есть там разграничено полномочия, то есть кто за что конкретно отвечает. И там как раз таки определена роль Министерства энергетики, в чем заключается, Министерства природных ресурсов, в чем заключается, роль РГ, районной госадминистрации, в чем заключается. И как раз таки в этом документе прописаны вот эти недочеты, которые существовали до этого момента, то есть именно предоставление земель водного фонда. Там существовали некоторые недоработки, этим нормативным документом уже вот эти вопросы сняты в какой-то мере. И я думаю, что уже многим смогли ознакомиться, потому что этот документ находился на общественном обсуждении. Я думаю, что можно будет ознакомиться с этим документом более подробно. Речь идет о законе о ВИЭ, да? Нет, речь идет о документе, это скорее как положение, которое регламентирует деятельность субъекта ВИЭ. И мы просим рассказать о ваших планах, как вы хотите помочь развитию этой сферы в стране. Что-то поменять в законах и так далее. Так, относительно закона я уже высказал позицию, что необходимо пересматривать в корне законодательную базу, потому что вновь принятый закон, как новая редакция, да, она не меняет в корне ситуацию, которая сейчас наблюдается в секторе зеленой энергетики. Я думаю, что надо будет полностью пересмотреть, возможно, учиться у развитых стран, потому что практически все страны проходили через вот этот процесс, когда переломный момент, так сказать, да, когда от углеродной энергетики переходили к зеленой. Для нас это как зеленая энергетика, она даст хороший выхлоп в плане декарбонизации секторов, потому что у нас потенциал, в принципе, позволяет покрыть определенную часть дефицита на сегодняшний день, который существует. Если вы все в курсе, ежегодный рост потребления составляет около 5-6% от общего потребления ежегодного. То есть через лет 30 у нас уже будут, возможно, большой спрос на энергоресурсы, и к этому моменту, в протяжении 7 лет, мы должны уже капитально в части законодательной базы поработать, чтобы уже на протяжении этих лет обеспечить определенный объем. Это буквально 3-4 миллиарда киловатт-часов в год мы должны дополнительно вырабатывать, чтобы обеспечивать, удовлетворять спрос секторов экономики. Во-вторых, сейчас при министерстве создан фонд подготовки проектов
одним из направлений как раз-таки является работа с международными фондами, глобальными экологическими фондами, Зеленым климатическим фондом, тот же, который может предоставлять очень хорошие финансовые возможности для финансирования проектов в данном направлении, именно в области возобновляемых источников энергии, в том числе и ветровую энергетику, солнечную энергетику, малые ГЭСы. И в том числе сейчас у нас новое направление – это геотермальные технологии. То есть мы можем частный сектор перевести от твердого топлива, ну, уголь, дрова, на геотермально чистые технологии, которые не имеют выбросов. Это впоследствии приведет к экономии денежных средств населения и улучшит экологическую ситуацию, то есть то, что напрямую может повлиять на здоровье населения. Так, это второе. И в целом тот документ, который сейчас, это инициатива единого окна, если вот эта система вся заработает, я думаю, что у бизнеса будет меньше вопросов и больше уже сотрудничества, да, с госорганами. Это в части. Относительно помощи в деятельности по использованию возобновляемых источников энергии, мы можем сказать только, что то, что касается строительства тех или иных объектов на природных объектах, это компетенция нового министерства. То, что касается строительства объектов ВИЭ на водохозяйственных сооружениях, находящихся на нашем балансе, это наша компетенция. Вот то, что касается именно деятельности, я уже говорил об этом, деятельности по выработке той же электроэнергии на водохозяйственных сооружениях, она будет ограничена. То есть в тот период, в осенне-зимний период, когда потребность в электроэнергии наибольшая, возможности выработать электроэнергии не будет. Почему? Потому что наши сооружения предназначены для подачи воды для сельского хозяйства, то есть на полив. В этот период идет просто-напросто накопление воды, и использовать те или иные сооружения не получится. Поэтому наша деятельность в этом отношении несколько ограничена. А по такой системе мы уже работали или это нововведение? Давайте опять в историю вернемся. Давайте. С 1940 по 1960 годы в Кыргызской республике было построено и действовало порядка 150, чуть больше даже, 153 малых ГЭС. И существовало Министерство водного хозяйства и гидроэнергетики, министром которого был покойный Болот Мамбетов, затем он был председателем Совета министров и тому подобное. Начиная с 1975 года, после строительства Токтагульской ГЭС, вот только после этого начинается увлечение большими ГЭС и начинается, скажем так, эра Министерства энергетики. Я имею в виду то, что вы до этого рассказывали. Вот есть хозяйствующий субъект. Начинается сезон, когда нужно воду для поливных целей использовать. Вот эти ограничения раньше действовали или это нововведение в Кыргызстане? Нет, это не нововведение. То, что касается именно использования воды для сельского хозяйства, для полива, это был, как бы скажем, одним из приоритетов. Первый приоритет во всем законодательстве, закон о воде, водный кодекс. Первый приоритет – это хозяйственно-бытовое обеспечение, то есть питьевое обеспечение населения. И в дальнейшем уже идет именно для сельского хозяйства, для гидроэнергетики, для других видов использования. Спасибо. Спасибо. И о ваших планах, пожалуйста. Я, наверное, отвечу по своей сфере. У меня более земельные вопросы. Что было сделано и что будет? Такой вопрос был. Я, наверное, отойду от воды, наверное, перейду к земле, потому что есть, вот как ваши коллеги уже отметили, есть еще и солнечные станции, которые мы предполагаем, которые в настоящее время государство ведет политику именно поддержания в области солнечной и ветровой, ну, ВИЭ, в общем. Необходимо отметить, что в прошлом году для оперативного решения полномочия по трансформации были переданы райгосадминистрации именно для солнечной возобновляемой энергии, да, и ветровой станции тоже.
В настоящее время Министерством сельского хозяйства тоже ведутся работы в этой области для оперативного решения. В этом году коллеги, наверное, не дадут соврать, что принят закон, в котором освободили от уплаты сельхозпотерь, где предусматривается строительство ГЭСов более 30 мегаватт, по-моему, да? Ой, нет, более 30, до 30 это в части, если это в в государственной и муниципальной собственности, а более 30, если это уже есть инвесторы. Вот в этой части именно в разработке на новых нормативно-правовых актах министерством ведутся работы. Если у вас осталось что добавить о своей работе, о планах, пожалуйста. Ну, я, наверное, дополню в части поддержки бизнес-сообщества в развитии, да, общих целей, достижению общих целей по обеспечению устойчивого развития. Ну, с момента образования министерства нового, это вы все, наверное, знаете, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора, буквально новое министерство. И чтобы наладить порядок в этой сфере, в области зеленой энергетики, потому что в первую очередь это экологические аспекты, климатические аспекты, министерство проводило в лице министра Кутмановой Дины Васильевны, проводила ряд встреч с бизнес-сообществом, где были выслушаны проблемные вопросы, и как раз таки результатом этих встреч является и вот этот нормативный документ по единому окну. В ближайшее время мы планируем ряд таких пилотных проектов, именно новшества, да, скажем, которые могут повлиять и в корне поменять систему понятия всего, понятия как оказание сервиса в области энергетики, в частности зеленой, по обеспечению экологической горячей водой, так скажем, предоставление таких регулирующих нормативных документов, которые позволили бы частному сектору устанавливать у себя дома солнечные панели, вырабатывать, отдавать в сеть и, так сказать, превратить это в малый бизнес, так скажем, да, доходную часть на основе экологически чистых технологий. Также сейчас проводится аккредитация нескольких государственных и частных финансовых структур, которым в скором, в течение пару лет получат аккредитацию в Зеленом климатическом фонде, через который можно будет привлекать хорошие финансовые возможности для развития, для поддержания частного сектора. Вот. И инициатив очень много. И, наверное, все знаете, за последние полгода у нас были заключены несколько соглашений, некоторые даже в процессе реализации проектов в области возобновляемой энергетики, в частности, солнечных электростанций, из бизнес-сообщества много инициатив по заключению государственного и частного партнерства, где Министерство природных ресурсов выступает государственным партнером, чтобы ускорить, придать значимость этим проектам. На сегодняшний день уже есть соглашение на около 500-600 мегаватт. 300 мегаватт на сегодняшний день уже проводятся проектно-искательные работы в Сокольской области. Еще два проекта на подходе на подписание соглашения. Это также большие проекты, около 200-300 мегаватт в регионах. То есть это очень большая возможность для экономного использования водных ресурсов. То есть на основании солнца мы можем, на основе выработки электрической энергии от солнечных источников, мы сможем экономно использовать, рационально использовать водные ресурсы, которые на сегодняшний день уже, так сказать, дают о себе знать, что с изменением климата и стоки воды уменьшаются, приток воды уменьшается, и из-за того, что более 90% генерации электрической энергии в стране производится за счет гидроэлектроэнергетики, у нас большие риски по обеспечению энергобезопасности подвергаются ежегодно, да, мы сами свидетели.
Чтобы обеспечить экологическую безопасность, энергетическую безопасность, министерство тоже ведет большую работу. Я думаю, что в течение пару лет мы уже увидим первые плоды этих инициатив. Вот на этом, в принципе. Кыргызча ээптин алкагында ушул энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүгө басым коюлганы дагы айтылып келет. Буга чейин ушул КМШ мамлекеттеринин эл аралык экономикалык форумунда дагы ошол кездеги министр Темирбек Асанбеков дагы бул боюнча бир катар ушул сунуштарды, талаптарды, тапшырмалар коюлгандыгын билдирген эле. Бул жаатта кандай иштер жасалып, анан кызматташуу кандай жүрүүдө? Эптин алкагында бул суроо министерство энергетика министрлигинде тиешелүү болуп деп эсептейбиз. К сожалению, их сегодня бүгүн келишкен жок. Мындан тышкары дагы бир суроо. Геотермалдык энергиянын мүмкүнчүлүктөрү кандай, кубаттуулугу кандай болот болжолду? Кайсы аймактарда бар, ушулар тууралуу маалымат берсеңиздер деп сураган. Геотермалдык жылытуу технологиялары бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында алгачкы долбоорлордун бири болуп, пилоттук долбоор ишке ашырылып атат. Жакынкы арада частный жеке тараптагы үйлөрдү ошол геотермалдык жылытуу системасын өткөрүүгө иш чаралар жүрүп атат. Негизи бул тармактын келечеги чоң. Кыргызстанда бардык региондордо, бардык областтарда бул технологияны жайылтууга мүмкүнчүлүк бар. Геотермалдык технологиянын биз эки түргө бөлөбүз. Бири жер кыртышынын жылуулугу, ысык суулардын жылуулугу аркылуу үйдү жылытса болот, ысык суу колдонсо болот. Экинчиси бул тепловой насос деп коет, жылытуучу насостор негизинде бул биринчи тармакка караганда экономикалык жагынан бир аз жеңилирээк жана технологиялык бүгүнкү күндө Кыргызстан аймагында уже мындай ишке ашырылган долбоорлор бар. Буну 1 жыл, 2 жылдын ичинде министрлик тарабынан пилоттук долбоорлор ишке ашкандан кийин биз дагы бөлүшүп кетебиз. Если у вас осталось о планах, нет, да? Спасибо большое вам за участие. Спасибо за внимание, друзья. До свидания.